Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина в вашей голове, в вашем сердце, его истинное отношение к вам. Что это? Любовь либо игра? Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте, назовите по имени, мысленно либо вслух обратитесь к нему и задайте ему свой вопрос. Как ты ко мне относишься? Как ты меня воспринимаешь? Ты играешь или ты по-настоящему любишь? И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, ну сердце вышло. Сразу ответ, что он вас любит. Видите, сердце из двух половинок. Вот одна половинка, вот вторая. Кстати, его половинка какая-то немножко в дырочках. Огонь, огонь горит. Слушайте, у него такая страсть к вам просто бешеная. Да. Вы выше, он ниже. Он строит мост, но как будто бы задом наперед. Я поняла, он не с того начал. Возможно, смотрите, вот вы встретились, да, у вас вспыхнули искры, огонь, страсть, потянуло со страшной силой. Как-то очень быстро все начало развиваться, а потом в определенный момент вот он, кроме этого огня, кроме этой страсти, да, животного этого интереса, ничего не проявляет. И вы думаете, да как так, да что случилось? Может, он действительно заморочил мне голову для того, чтобы именно соблазнить, да, в постель затащить. Может быть, ему кроме этого ничего и не надо. А может, я вообще у него не одна такая, да, может, там целая как группа девчонок, с кем он встречается по кругу по очереди. Да, потому что вот только огонь от него. А мост он строит как-то задом наперед, не с того начал. И у вас сомнения, эти сомнения вы ему транслируете, у него из-за этого сердце, он с дыркой болит. И он не понимает, что я делаю не так, что я делаю неправильно. Вообще этого мужчину, смотрите, даже такой вот какой-то птицей показали со странными крыльями. Вроде птица, но не летает, да? Даже как тело страуса, скорее всего, а крылья как у бабочки. Но опять же, страус — это та птица, которая не летает. У нее сильные ноги, да, она быстро бегает, запинать может своими ногами, но никак не летать. Слушайте, ну вот мне идет, что мужчина хотел как можно лучше, да, но получилось как всегда. Мужчина пытался почему-то ему казалось правильным, либо важным вот именно эта страсть, да, начать со страсти, доказать, что вот он там от вас без ума, и чтобы вы от него были без ума. А он не понял, чего вы ищете, да, он почему-то подумал, что вы ищете страсти, вот этих безумных искр, а вы ведь на самом деле хотите семьи, отношений, доверия, дружбы, вот именно вот это теплое гнездышко хотите, да, вот этого хотите. А он почему-то подумал, что вам нужен огонь, страсть, и чем ярче и страстнее я к ней проявляюсь, ну типа тем лучше, тем быстрее она в меня влюбится, и тем лучше у нас будут отношения. Вот почему он мост задом наперед строит. Ох, дурачок. Глупенький, да, не дурачок, глупенький. Извините, что я так про вашего мужчину говорю, но картина на лицо. Ну что тут другое придумаешь, что тут другое скажешь. Вы по-другому думаете, да, вы по-разному думаете. Это не значит, что вы друг другу не подходите. Это просто у вас разные подходы. Он хотел вас через страсть влюбить в себя и прям доказать свою любовь вам. А вы, наоборот, хотели, чтобы мужчина, как и вы, стремился к семье, к спокойствию, к гармонии, к сбалансированности, да, к тому, чтобы вот пожениться, детишек нарожать, жить душа в душу, поживать и бед не знать. Вот, вы просто друг друга не поняли. Но опять же, да, он слишком сильно вами увлечен,
плане именно интима, да, вы невероятно на него влияете, вам просто достаточно, не знаю, там на него посмотреть, и у него уже там все загорелось, поднялось, и он уже головой не думает. Вот. И он также думает и про вас, что и у вас так. Да, он вам нравится, и вам, если у вас есть интим, вам тоже с ним нравится, но вы хотите большего. До него не доходит, что нужно давать вам это большее. Кто-то из вас в последнее время начал ссориться. Ну, потому что вы не получаете того, что вы хотите, а он не понимает, что вам надо. И плюс я вижу, что какая-то женщина могла поглазить вас как пару. Завистливая женщина, которая в очень либо плохих отношениях, таких, знаете, вот там, где мужчина ее унижает, обижает, что она там вся битая ходит, перебитая, перевязанная. Может быть, у нее брак такой, да, что муж постоянно в изменах, да, гуляет, а она там, значит, все на себе тащит. Какая-то женщина мне идет, что сглазить могла. Причем сглазить не потому, что вот она плохо к вам относится, а она просто вот своим глазом посмотрела, да, и думает: о, какие счастливые, да, не то, что вот у меня там дома творится. И вот мог пойти такой сглаз. Да, скорее всего, у нее есть способности, либо у нее, в принципе, врожденный червивый глаз. Может, она и не хотела ничего дурного, но так произошло. Но у кого-то отыграется, что, возможно, эта женщина вас хорошо знает, или мужчину хорошо знает. Просто, да, посмотрела, такая, думаю, молодые, красивые, счастливые. Вот, а я нет. Вот, тоже могла сглазить. Вот еще сглаз я вижу. Но этот сглаз его легко убрать. Достаточно сделать чистку на себя и на мужчину. Можно просто в храм сходить, попросить высшие силы, там, поставить, например, своему роду за упокой свечу, попросить, чтобы помогли. Это уйдет. Сглаз это не навсегда. Но, тем не менее, вред тоже причинило это. Мои хорошие, он вас очень любит и гораздо, я думаю, больше, чем вы его, если честно. Вы меня простите, но мне идет именно такая информация. Просто у этого мужчины реально есть проблемы с тем, как правильно выстраивать отношения. Возможно, он до вас не особо там имел отношения, да, нету особого опыта, а может быть, у него как раз-таки есть какой-то специфический опыт, там, где женщина, она, например, не хотела семьи, а она, наоборот, вот его стимулировала, там, типа, давай, люби меня, дари мне подарки, типа, мне это надо, а потом могла вообще к другому мужчине перейти и ему сказать, что ты меня там, типа, в постели не удовлетворял, понимаете, такое могло быть. То есть вам уже там виднее, да, возможно, ваш этот парень вам рассказывал, то есть вы должны это знать, либо какие-то, может, слухи до вас доходили. То есть у него как бы неправильная установка, да, неправильная программа. И все очень легко решается, достаточно вот сесть честно, да, друг напротив друга и поговорить. Поговорить именно каждый должен высказать свое видение. То есть вы садитесь и говорите, что вот мне столько-то лет, за моими плечами такой-то, такой-то опыт, и я сейчас хочу семью, свадьбу, детей, нормальную жизнь, да, мужчину, который там помогает, обеспечивает, защищает, да, просто ему расскажите. И пусть он вам тоже расскажет, чего он хочет. И вы очень сильно удивитесь, потому что он тоже хочет семью. Просто он почему-то думал, что вам нужен именно, извините, кекс вместо семьи. Почему так вышло? Почему такая ошибка произошла? Ну, не знаю. Может быть, потому что вы очень яркая женщина. А может быть, потому что у вас действительно все очень быстро это случилось. Но может быть, потому что у мужчины такой опыт был. Дальше. Насколько честные, искренние его чувства? Ну, очень честные, очень искренние, потому что вы-то видите тройку, а он-то видит сердце из двух половинок, понимаете? Вот я сказала, он любит вас больше, чем вы его. Просто ему сложно об этом говорить, либо он не умеет об этом говорить, либо там, не приучен, да, к тому, что нужно об этом говорить. Тройка – это союз, общение, пара, да, но несерьезное что-то, ну, как друзья, типа друзья там по постели, не знаю как. Друзья, которые имеют дружеские какие-то отношения. А он-то видит вас своей половинкой. Видите, вот она ваша тройка, а вот его сердце из двух половинок. Он видит вас своей судьбой, он видит вас своей настоящей, искренней половиночкой. Понимаете, любит, очень любит и любит гораздо сильнее и больше, чем вы.
Просто у него есть проблемы с коммуникацией и есть проблемы в опыте. Опыт, который был до вас. И, кстати, у кого-то может еще отыграться, что мужчина вам рассказывает, что он такой прям опытный, что у него было много отношений. А на самом деле это его фантазии. И особых отношений у него не было. Либо это были вовсе не отношения, а то, что он сам себе там нафантазировал. Конечно, ему как-то некомфортно говорить, что, извините, а я до тебя девственник был, да, либо а я до тебя там только лишь с одной девочкой встречался, и то там, да, после школы. Но это стыдно для мужчин. Мужчины хотят, чтобы их представляли такими крутыми, опытными, брутальными. Понимаете, да? А то, что он там в постели вытворяет, скорее всего, это по фильмам для взрослых, да, он научился. Прошел школу теоретическую, теперь практикует, да. Девочки, это смешно, но, скорее всего, это правда. Вы меня извините, но очень похоже, что у мужчины не особо было много партнеров. Я могу ошибаться, потому что все-таки общая отсыпка, но больше похоже на то, что он там напридумывал себе, на самом деле особых партнеров у него не было. И у кого-то из вас даже отыграется, что вы гораздо опытнее, чем он в этом деле. Угу. Да. Фильмы для взрослых – это вот его пособие, да, обучающий материал. По нему он и учился. Хорошо научился, я вижу, да, молодец. 5. Или сколько там сейчас в школе, какие эти оценки, бальные или какие там были. Уже давно школу закончила, а мой ребенок оценок еще не получает. Так, что еще вы должны знать? Ну вот мост, да, надо ему просто подсказать, как строить, в какую сторону, да, каким образом, с какой стороны строить мост. И с его-то намерением, с его-то желаниями, с его-то амбициями, конечно, он поймет, услышит и все будет исправлять, все будет менять. Помех на то, чтобы вы были вместе, нет. Даже если у вас есть какая-то разбежность в возрасте, либо в социальном статусе, это не важно. Для мужчины это прям совсем не важно. Он вас выбрал, вы половиночка его сердца, и другой половиночки ему и не надо. Он и не ищет, и вообще об этом не думает. Все, что ему нужно, это чтобы вы были рядом. Ну и одеть вам кольцо на палец. Вот он думает о кольце. Кстати, не одно кольцо он себе представляет. Может, он готовится, кстати. Да, вот для вас может быть сюрприз, что он готовится сделать вам предложение стать его невестой. Да? Ну, а потом уже как бы кольцо, которое на роспись одевают. Да, вот это обручальное, да? Помолвочное и обручальное кольцо. Возможно, это мысли о браке. Не просто брак, пошли, зарегистрировались, расписались, но и, например, заключить союз религиозный перед лицом Бога. Да? Тоже об этом может думать. Но у него очень серьезные намерения. С вашей стороны я не вижу настолько серьезных намерений. С вашей стороны я вижу желание разобраться, да, насколько серьезны его чувства, не играет ли он вами, не использует ли он вас. И что это? Это дружба, либо это временные отношения, да, вот хотите с этим разобраться. А для него уже все понятно и все ясно. Да, он не аист, пусть он страус, но у страуса тоже есть сильные характеристики. Это скорость, как я уже говорила, и сильные ноги, да, которыми может кого угодно запинать. И что угодно, там, не знаю, разрыть, выкопать, например. Да, летать, возможно, он не может, но зато он очень быстро бегает, посадит вас к себе на спину и как побежит далеко-далеко. Это вы мне скажите, где, в Африке или в Австралии эти страусиные бега, эти люди, которые могут оседлать страуса и на них бегать, соревноваться. Вот что-то мне вспомнилось. Ну, четко показали мужчину, четко. Вот с вашей стороны очень много сомнений, очень много тумана. С его стороны все четко, ровные дороги. Его показали, это сердце, кольцо показали. Ну, опять же, огонь показали. А у вас немножко все по-другому. Может быть, вы изначально как-то несерьезно к нему отнеслись. Ну, либо вы думаете, роман, типа интрижка. А потом, ну, все это уже как бы в более серьезное русло стало перетекать. И тут вы задумались, да, и поэтому попали на мою отсыпку. Девочки, я никого не хочу обсуждать, но очень похоже, что мужчина прям супер серьезно настроен, а женщина как будто бы в тумане находится.
Ну, если это так, то ваш туман, он должен скоро рассеяться. Если этот мужчина вам нравится, подходит, просто поговорите, и все у вас будет замечательно, все у вас идеально сложится. Мужчина неплохой, очень даже неплохой. А в правильных руках этот страус очень многого может добиться. И да, вот это то, что страусы голову закапывают, но это неправда. Да? Уже доказано, что такого не существует. Они не боятся никого. А если кто-то на них нападает, то они лапами могут любого добить. Еще и когти очень острые у них. Ну и умные птицы, да, на самом-то деле. Может, он даже какой-то не совсем на вас похожий, да, может, он другой расы, национальности мужчина. Почему-то мне еще такая в голову информация пришла, да, немножко непонятно. Но вот непонятно, что ему нужно. Кажется, что нужна только страсть. На самом деле вы ему вся нужна для жизни, для любви, для будущего. Кстати, у кого-то еще отыграется, что мужчина прям спит и видит вот эту картину, да, где вы на руках ребенка держите, а он вас чем-то угощает, да, либо что-то вам приносит. Ну, чтобы вот ребеночек у вас родился, да, об этом он мечтает. Этого бы он хотел. Еще вижу картинку, что вот в доме, да, вот в доме вы его ждете, а он такой веселый, назад возвращает, ну, к вам возвращается, может, с работы, либо с командировки, а вы его ждете. Он об этом мечтает. Нет такой мечты, что он мечтает, что вы там лежите раздетая и ждете его. Нет, тут совершенно другие мечты. Мечты очень светлые, добрые, положительные, позитивные, как по мне. Но опять же, да, если вы его встретили только лишь для развлечений, то, конечно, мужчина очень серьезно настроен. И тоже нужно обсудить и поговорить. Хотя я вижу, что вы все-таки хотите брака, да, хотите, чтобы к вам относились серьезно и чтобы это все было официально оформлено. Девушки, вот сейчас, знаете, информация пришла для девушек, которые действительно с иностранцами. Может, вы сейчас живете в другой стране, и вы смотрите на парня, с кем у вас роман, а он, например, да, иностранец. И вам, например, нужен брак с ним, да, для того, чтобы оформить документы. Ну, никто никого не осуждает, это реалии жизни, и если другого пути нет, то почему бы вам этим не воспользоваться, да, не совместить приятное с полезным. Вы не бойтесь того, что он плохо о вас подумает, вы ему скажите, как есть. Скажите, что я хочу замуж, по-настоящему хочу замуж. Поверьте, он только лишь этому обрадуется. Не идет именно так. И начнет выстраивать этот правильный мост, и все у вас будет замечательно, и все у вас будет лучше всех. Вы не просто так встретились, не просто так. И даже больше скажу, у вас вот прошлый мужчина, он прям какой-то ужасный был, и он как беду мог вам принести, либо причинить вам какой-то вред. Может быть, даже он что-то себе лишнее позволял. И я вижу, что высшие силы вас закрыли от того другого мужчины, развели ваши пути, да, чтобы он вам не повредил, не навредил. А с этим, наоборот, вас свели, да, чтобы вы утешились в его объятиях, чтобы вы могли с ним и счастье познать. Да, мужчина не идеальный, но он и неплохой. Да, он такой, какой он есть. По крайней мере, он честный. Он не будет там специально врать. Да, он может что-то приукрасить, но так, чтобы врать, либо вредить. Нет, такого я не вижу. Абсолютно не вижу. Мои хорошие, он вас любит, вы, судя по всему, тоже испытываете к нему серьезные чувства. Просто поговорите, объяснитесь, и поверьте, ваши отношения просто как по мановению волшебной палочки изменятся в лучшую сторону. Мост — это очень серьезно, это на продолжительные, счастливые, любовные отношения. Он его уже строит. Вы нет, а он да. Так что никто не играет. Тут все уже по-взрослому, просто надо поговорить и обсудить. Сразу всем станет легче, сразу все прояснится, и отношения изменятся в лучшую сторону. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.